Мыржакып Дулатов – поэт, писатель, публицист, педагог, общественный деятель, один из крупнейших представителей казахской культуры и литературы начала XX века. Он родился 25 ноября 1885 года в Жангильдинском районе Тургайской области. Мальчик рано лишился родителей, познав все тяготы сиротской жизни. Мыржакып закончил начальную школу в ауле и сумел поступить в русско-казахское педагогическое училище, которое закончил в 1902 году, став сельским учителем. В 1904 году произошло событие, изменившее всю его жизнь. Он встретился с Ахметом Байтурсыновым и Алиханом Бөкейхановым. Под влиянием этих двух лидеров нарождающегося казахского реформистского национального движения он приобрел антиколониальное мировоззрение. Мыржакып становится одним из лидеров казахского реформизма и национально-освободительного движения. Летом 1917 года Дулатов становится одним из организаторов Первого всекиргизского съезда в Оренбурге, где фактически оформляется первая казахская политическая партия Алаш. Дулатов становится членом правительства Алаш-Орды вместе с его руководством Бөкейхановым и Байтурсыновым. Вплоть до мая 19 года Алаш-Орда пыталась вести переговоры как с красными, так и с белыми, но ее не признали ни те, ни другие. Политическая кредо Дулатова четко определилась, когда он в 1909 году выпустил свой первый поэтический сборник «Аян Казах». Книжка была немедленно конфискована. В 1910 году Мыржакып опубликовал свою дебютную повесть «Бахытсыз Жамал». История угнетенной казахской женщины стала первым произведением прозы современной казахской литературы. В 1928 году Мыржакып резко выступил против отмены арабского алфавита, считая языковую реформу средством разорвать связи народа с письменной историей народа, которая положит начало потере родного языка, отчуждению народа от собственной истории, и всячески старался отстоять права казахского языка и религии. Будущее показало, что он был прав. Но 29 декабря 1928 года Дулатова арестовали органы НКВД по обвинению в казахском национализме. Ему дали расстрел, но потом заменили на 10 лет лагерей. Скончался Мыржакып Дулатов в лазарете Соловецкого лагеря 5 октября 1935 года. Его имя и творчество было долгое время запрещено. Лишь 4 ноября 1988 года он был реабилитирован. Его дочь Гульнар, врач по профессии, много сделала для сохранения культурного наследия отца и его реабилитации.